Вот друг также подарил мне шарф. Амир Шарафутдинов из тех, кто о празднике говорит всем своим внешним видом. Шарф, шапка с логотипами столетия ТАССР, одного из главных праздников этого года. На концерте я недавно был, не раз, татарской музыки. Там в конце об этом сказали. Я прошу, вот, как было оформлено во всех коллегиях, юбилейные флаги. Год столетия уже идет, и на совещании по празднованию говорят, чему уделить особое внимание – людям, оформлению, качеству. Веселые игры и катание на санках в честь столетия ТАССР, информационные беседы по профилактике гриппа и всевозможные дискотеки. То есть такие мероприятия проводить в честь столетия как-то не совсем корректно, наверное. Просто вешать на проводимую программу, что она проходит в рамках столетия, но я не рекомендую, и просто это не красит. Каждый день, напоминая о столетии, гордо реет юбилейный флаг. Но если как здесь, уже наверху, то в районах его только поднимают по мере того, как начинают праздновать. Если одни районы только на февраль запланировали до 15 торжеств, то другие ни одного. Лидеры Чистопольский, Спасский и Пестричинский. В антилидерах целых 14 муниципалитетов. В первую очередь мы ставим задачу, и районы это понимают правильно, что не просто формальное мероприятие для галочки, да, будем образно говорить, а для того, чтобы в первую очередь привлечь внимание, интерес нашего населения, в первую очередь вот молодежи, детей. В парке Горького на прошлой неделе ходили волонтеры, предлагали именно шапочки, шарф и варежки. Около МЧС вот есть, там у них большой баннер, и вот у них столетие республики, 75 лет Победы, там все это обозначено. Особо нет, ничего не видно. Да я и не хожу никуда. Дальше информации о столетии будет только больше. Над этим работают по всему Татарстану. Каждая редакция, каждая СМИ подготовила свой медиаплан по освещению столетия ТАССР. Ряд СМИ осуществляет специальные проекты. На телеканале ТНВ стартовал проект «100 лет в деталях» в рамках субботних новостей. Это цикл специальных репортажей с реконструкцией событий из истории ТАССР. В рамках этого проекта наш телеканал освещает самые разные моменты из истории республики. От первой лампочки и до первой тонны нефти. Все, с чего начиналась и развивалась республика. И все то, что до сих пор важно каждому жителю. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.